Привет. Привет. Нормально. Вот уже 24 года Лаура – самый частый и желанный гость в доме тети Гали. Впервые мама девушки привела ее сюда, когда ей было всего 2 года. И с тех пор девочка и ее няня были неразлучны. Они живут на одной лестничной площадке, воспитанница давно выросла. Но, несмотря на это, она часто разбавляет одинокие вечера Галины Георгиевны. На самом деле мы сейчас занимаемся тем, что меня часто греет, когда я ностальгирую, потому что мы много готовили вместе. Благодаря ей научилась готовить очень вкусный борщ, и где бы я ни была, если я там приготовлю борщ, то все, он уже в списке лучших моих блюд, и если я туда приезжаю, мне нужно повторно его готовить. Она выступала в школе, на зране кругом, я ходила в школу. И когда она пела, я плакала. Ну, от счастья, наверное. Первые слова, первый класс, лучшие кружки – все это Лаура Арапиева проживала вместе со своей няней. Мама много работала и часто улетала, но не переживала за девочку, потому что та была в надежных руках. Галина Георгиевна была строгой и ласковой, учила свою подопечную и домашним делам. Они много гуляли, изучали природу, рассуждали о жизни. Лаура выросла очень активной девушкой. Она много путешествует, создает вечерние платья для дам и ведет свой блог, в котором у нее 135 тысяч подписчиков. Мы с тетей Галей как-то раз сидели на кухне, я подумала, почему бы не снять, просто показать наше совместное времяпрепровождение. Людям это понравилось, тем более тетю Галю, оказывается, многие знают. И она очень похожа со своей сестрой, тетей Любой, а она работает библиотекарем. Соответственно, там очень много школьников, там мам школьников, они тоже с ней знакомы, и они почему-то решили, что это она. В общем, на этой почве, так скажем, зародился такой контент, интерес к тете Гале, к нашему совместному контенту. Вот. И я начала больше это показывать то, как мы друг к другу относимся, как проявляем свою любовь. Вот. И это имело успех. Тетю Галю теперь знает и любит многотысячная аудитория воспитанницы-блогера. Сама Галина Георгиевна о социальных сетях знает немного. В этом году ей исполнилось 83. В какой-то момент они поменялись местами, и теперь девушка заботится о бабушке. В квартире няни на почетном месте красуется совместный портрет. Родная, близкая родная. Когда вот во двор уходим, женщины за нее говорят, а мне приятно. Что вы говорите? Во всем помогает она мне. Это ремонт делала, она мне все привозила, все доставала, все помогала. Я никуда не ходила, все она мне привозила. И во всем помогала. Все время. Что нужно, всегда придет, поможет, сделает. Попрошу Лауру, сними занавески, снимает, пойдет постирает, высушит, выгонит и повесит. Своих детей и внуков у Галины Богатыревой нет, но Лаура смогла заполнить эту пустоту. Текущий год в России объявлен годом семьи, а ведь семья – это особая связь. Тетя Галя мне в каком-то смысле заменила бабушку. У меня только одна бабушка, мамы нет мамы. Вот. И мы с тетей Галей, так скажем, слишком много и часто времени проводили вместе, и это, естественно, сказалось на наших отношениях, и мне кажется, такого, как у нас, нет ни у кого. То есть мы такие одни с тетей Галей во всем белом свете. Ну, может быть, там когда-то Пушкин со своей Ариной Родионовной, что-то такое у них тоже было. Любовью одари на века. Эта история доказывает, что настоящие семейные узы не всегда связаны кровью. Семья – это понимание того, что бы ни случилось, близкие всегда будут рядом. Зарима Ивлоева, Али Зятиков, Магаз 24.